Но мы здесь собрались для того, чтобы обсудить итоги очень интересных и важных выборов, да, которые вот ровно неделю закончились назад. Хочу для тех, кто не знает, рассказать, что мы собираемся по итогам важнейших политических событий, как это было после голосования по Конституции, после выборов в Центральном округе города Якутска, которые по уровню, может быть, не такие высокие, но очень были значимые. И не секрет, что мы все были свидетелями прошедших выборов мэра города Якутска. Не секрет, что они были очень сложными для всех партий, присутствующих здесь, для всех парламентских партий. Наверняка некоторые до сих пор не остыли от эмоций, но тут я вижу, все люди серьезные собрались, и предлагаю без эмоций обсудить основные итоги прошедших выборов. Ну, первый блок посвятить нашего разговора этому, а второй блок посвятить уже выборам предстоящим, таким как выборы, прежде всего, в Госдуму в сентябре текущего года. Ну и там еще будут выборы. Мы, наверное, сначала услышим мнение политических партий и Валерия Степановича Протодиаконова. Ну, давайте Виктору Николаевичу слово дадим, как этот. По старшинству. Да. Виктор Николаевич, пожалуйста, ваши основные мысли по прошедшим выборам. Спасибо большое. Но я хочу поблагодарить экспертов, которые сейчас журналисты создали. Это совершенно правильно. Безусловно, очень хорошая инициатива. Ее нужно поддерживать, и мы постараемся в ней участвовать. Но начну с поздравления. Я хочу поздравить всех со столетием комсомола Якутии. В эти дни комсомол Якутии отмечает это событие. Я в Бютельдахе был позавчера. Там в 2020 году была создана первая ячейка комсомольская. Там сквер есть комсомола. И вчера были большие мероприятия, позавчера большие мероприятия, посвященные столетию героя Советского Союза из якутян, первого героя. Это Федора Кузьмича Попова. И первого героя социалистического труда Степанова Афанасия Егоровича. Вот они там вместе. Это очень многие жители принимали участие. Вот хочу поздравить, потому что и хочу, значит, вот сразу же мы же будем вести разговор, да, оппозиция, почему не объединились, а где же вы, значит, партии все, которые выступают там заодно, радеют за народ. И вот события, которые на Комсомольской площади сегодня, возложение цветов к памятнику комсомольцев, не было ни одного представителя других партий, кроме КПРФ, ни одного. Но вот это что? Это же тоже шаг, говорится о преемственности, о значении нашей истории. Сегодня это событие, комсомол, это событие вообще-то очень важно. И все же многие вышли из комсомола и обязаны ему. И то, что сегодня комсомол сделал, это нужно продолжать и поддерживать сегодня ленинский комсомол, который существует при партии. И мы призываем всех поддержать это движение. Вот движение оппозиции, объединения. И второе событие, которое сегодня, 4 апреля, 96 лет Гаврилу Иосифовичу Черяеву. 96 лет. 19 лет он вступил на фронте в партию. Участник войны. 17 лет был во главе нашей республики, первым секретарем Якутского областного комитета партии. С ним связано 65-й год, 82-й. Мы же все помним, что это в республике было сделано. И гидроэлектростанции, и тепловые электростанции. И, значит... Ой, простите, пожалуйста, Гаврил Павлович Парахин говорит, не могу подключиться. Я могу, в принципе, не участвовать. Мы же говорить будем. Нет, пожалуйста. Нет, я технический момент. Нет, я технический момент говорю, извините. Игорь, подключи, пожалуйста, Парахина. Олег подключает.
Извините меня, я думал, может быть, что меня хотели поправить по теме, но это тема. Это же мы сегодня говорим о нашем единении вокруг нашей истории, событий сегодня. И поэтому вот эти с днем памяти Гаврила Иосифовича Чичеряева. Это действительно человек, который заслуживает внимания. Никого мы возлагали сегодня цветы, сейчас возложили цветы землячества, но не было даже журналистов. Я никого не упрекаю, но это все равно же действительность какая-то. И вот и сегодня о выборах. Ну, прежде всего, я хочу сказать и попросить. Я вот выступил, ну, недавно, значит, дня 3 назад, с таким, ну, заявлением, можно считать. Выборы главы города прошли, а проблемы остались. Практически многие очень журналисты не откликнулись на это. На сайтах тоже единицы были, опубликовали это. А мы там высказались по существу вопроса. И сегодня вот «Вечерний Якутск», значит, журналистом выступил с большим обзором. Но мог бы коснуться этого заявления, если уже мы говорим за объективность. Ну, поэтому, прежде, ну, как, ну, во-первых, сегодня, конечно, ну, что там вопрос? Меня, конечно, партия, мы во всех выборах участвуем всегда. Это действительно так. А как же отстаивать свою программу 10 шагов к будущему России, 10 шагов выхода из кризиса? Как же отстаивать свои интересы, значит, свои программы перед избирателями, которые конкретно приватизация народной собственности, вернуть ее нужно, монополия на продажу виноводочных изделий, прогрессивный налог обложения, вернуть социальные гарантии. И когда говорят об оппозиции, значит, вот что, почему не объединились, коммунисты подыграли Единой России. Но это вообще-то даже, я бы не стал даже комментировать об этом, что значит поддержали. Это единственное, кто выступали против Единой России, не против Григорьева только, мы боролись за своего кандидата, а против Единой России всегда, против этого курса, который сегодня завел страну вообще-то в кризис глубочайший. И когда говорят, вот не поддержали коммунистов, ну что же вы. Например, за Грудинина, это кандидат от КПРФ, проголосовало почти 27%. Это высший результат в Российской Федерации. Это коммунисты возглавляли. И вот здесь оппозиция объединилась. Это совершенно правильно. Или Конституция. За Конституцию, против Конституции вот этих поправок, которые предложил, значит, власть с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ну, призывали голосовать против только коммунисты. Никто же, ЛДПР голосовала за, и «Справедливая Россия» голосовала за, ну, «Единая Россия» за. Но только же коммунисты, 47% сегодня якутян города проголосовали, поддержав нашу инициативу. Это, ну, 2-е место в Российской Федерации против поправок. Это не то, что там поддержать семью и так далее. Все мы понимаем. Региональную, значит, субъекту поддержать, а вопросы против того, что осталось все главенство на частную собственность, на эти богатства, на это несправедливое распределение доходов, за что мы говорили. Против повышения пенсии выступала только Компартия. Кто выступил, значит, конкретно сегодня строит из себя оппозиционеров? Федоров, Обедин, значит, ЛДПР. Но никто же не выступил против повышения пенсий публично. Мы призывали, митинги проводили, никто не подходил, не поддержал наши митинги. Почему? Мы что же сейчас сегодня обвиняем коммунистов, что они поддержали? Это совершенно ложь. Это совершенно, значит, уйти от, значит, проблем таких, которые действительно... Только коммунисты говорят, нужно изменить социально-экономический курс. Социализм и народовластие сегодня будущее, не капитализм. Ну, те, кто говорят сегодня об оппозиции, но они же, их устраивает сегодня либерализм, либеральная экономика. А что такое либеральная экономика? Это уход государства, значит, из управления экономикой, с другими политическими процентами. Сегодня поэтому, и когда «Справедливая Россия» сегодня бьет себя в грудь, мы, значит, вот,
впереди всех. Ну, я не знаю, там, уже не говорю там о членстве, там, кто был, когда, от какой партии выдвигается, меняется, даже не уследишь, значит, кто от какой партии выдвигается, какие взгляды. Но убеждения, они же не говорят сегодня те, кто рвался к власти. Тот же там Григорьев там говорит, никакой политики, экономики, а сегодня он хлопает в ладоши, Единая Россия, это партия, это политика конкретная. И поэтому здесь вот уже действительно сегодня «Справедливая Россия» растет авторитет. Ну что растет? Объединились сегодня. Я не беру Прилепина за правду. Не беру. За правду Прилепин, уважаемый человек, он, кстати, был по партийным спискам Компартии, шел на предыдущих выборах в Государственную Думу. Но Семигин, патриоты России, Семигин это же был в Компартии, он же возглавлял Народно-патриотический фронт, который партия возглавляла. Его только туда внедрили, чтобы, значит, провести переворот в Компартии. Сегодня их не получилось абсолютно, и они объединились, значит, со «Справедливой Россией». Но это вот такие штрихи, которые бы дали понятие вообще сегодня, значит, народу нашему, населению. Мы говорили об этом, и Сава Михайлов выступал. Сегодня настоящая, ну, слово не настоящее, системная позиция, которая не от выборов к выборам, накопив деньги, их бросает, чтобы купить голоса у избирателей. Мы ежедневно работаем, ежедневно. Партийные собрания, принимаются решения во всех партийных местных отделениях. Назовите мне хоть одну партийную организацию, Единая Россия, Справедливая Россия, которая проводит такую системную работу. Нет, их есть элита этих партий, вот они там и занимаются своей поддержкой, чтобы не потерять. Поэтому мы, ну, недовольны. Ну, конечно. Я бы начал с того, почему сегодня 120 тысяч не пришло на голосование. Вот это волнует меня. А эти проценты, которые там, значит, получились сегодня, кто-то там какие-то комбинации строил, политтехнологов пригласил, это пройдет все. Выборы-то шли не за отдельного вообще-то человека, но за людей, которые представляют конкретную партию, конкретную, значит, движение. И вот сегодня 120 тысяч не пришли голосовать. Это что? Вот это беда, вот это беда. Это что люди наши, значит, они что, исключены значит, из политического процесса? Нет, не исключены. Если бы была графа голосования против всех, никто бы не прошел, никто. Вот так, к сожалению, не к сожалению, это так было бы. Против всех избиратель бы победил, как это было раньше. Почему убрали эту графу? Убрали из-за этого только. Виктор Николаевич. Да, и поэтому спасибо большое, вы хороший тон разговору задали. Да. А в 2018 году вашего кандидата же не было на выборах мэра, да? Ну, да, не было. Ну, мы Почему? поддержали Авсентьеву, да, ну, поддержали ее, значит, ее желание поработать. Она не была представителем Единой России. Она боролась с представителями Единой России. Она интересные вещи в программе говорила. Ну, это говорить все, конечно, мы умеем. Но она действительно была ближе к нам и по риторике, и по убеждению в данном случае. Но, к сожалению, вот что произошло. Я думаю, что мы не о ней сегодня разговор, не о ней. Мы, да, поддержали там, поддержали. Выборы, я считаю, что надо их отменять уже. Почему? Потому что ничего хорошего не происходит. Мы сегодня увидели, Арсентьева выиграла, да, ничего не изменилось. Я там уже Лене Тихоновой рассказывал, она приходила ко мне, что многие почему не идут на выборы и не пришли? Да потому что с каждыми выборами становится все хуже, хуже и хуже. И народ сегодня не верит в то, что может быть лучше. Сегодня партия власти, к сожалению, да, настолько, как бы, я уже говорю не раз, не то, что не работает, вообще ничего не делает. Все сделали, чтобы сегодня люди уезжали, все сделали, чтобы сегодня кадров не было. Сегодня, к сожалению, мы же прекрасно понимаем, даже вот Единая Россия, которая бы, казалось бы, имеет там большой потенциал, да, в нашей республике, выставляет в Нерюнгри судимого человека, в Ангаласском судимого человека.
людей с системы, которые, ну, ничего поменять не могут, которые ничего хорошего-то за все годы не сделали, никак себя не проявили. Вот. Самый чистый кандидат и самый порядочный, это был мой кандидат. Почему? Потому что 30 лет не замешан никаких скандалов, не замешан ни каких-то там парковках, не парковках, там, какими-то там всякими трендами новыми, да, там, где он нигде не получалось. Спокойно человек работал там в руководстве ДНС. Потом пришел в партию, стал работать в партии. Многому чему я его научил. Естественно, сегодня команда мэра, это должна быть команда действительно серьезная. Я бы предложил сегодня и новому мэру, и до этого предлагаю Арсену Сергеевичу поставить там коммунистов, которые не выставлялись, да, в работу мэрии, поставить и ЛДПР Женю, да, допустим, Рябченко, и сейчас попробовать на благо как бы наших жителей, да, показать вот там 3-4 кандидата, которые участвовали, набрали хорошие, да, пусть даже 5 кандидатов, да, которые были, 6, пусть они все станут замами мэра и работают вместе. Потому что на данный момент я бы, ну, я уже говорил и Арсену Сергеевичу, можно было поставить там Садовникова управляющим по ЖКХ города Якутска, и все это было бы достаточно для того, чтобы управлять городом. А Арсену Сергеевичу бы следил бы за этим всем. Тем более это население практически половина республики Саха-Якутия. Если Арсен Сергеевич не собирается сокращать свой штат работников, ибо достаточно хватило бы, чтобы справляться с городом. Потому что там целое здание, сидят очень много народу, которые, я считаю, ничего не делают в администрации ДП-1. Вот. Надо начинать как бы сокращения и перевороты именно с ДП-1, потом уже с мэрией. Мэрия – это уже мафия натуральная сейчас, на фоне того, что происходило последние 2 года. Я это говорю открыто. Предпринимательством лично со мной и вообще со всеми предпринимателями – это издевательство. То есть проверяет только тех, которые предприниматели. А то, что творится у нас беззаконие, оно и продолжается, и будет продолжаться дальше. Где большие деньги, там вот на собаках там воруются, там воруются, не осваиваются. Ну, нормально ничего не делается. Благодаря разборкам по асфальту, там, позапрошлом году, я смог недорого, почти там сколько, 5000 квадратных метров я закатал асфальте на Жарницкого, потому что, ну, было уже готово, то есть с этими разборками. Поэтому чистоплотных людей нету. Кандидат от ЛДПР был самый чистоплотный, самый чистый, самый порядочный. Но, к сожалению, как я понимаю, наш электорат просто не пошел, не поверил, что мы можем выиграть. Вот. А заставить идти, как там по 20, 30, 40 миллионов люди тратили, конкуренты, которые составляли нам, мы, естественно, таких денег потратить не смогли. Вот коротко вот так. Поэтому в дальнейшем, я думаю, что все-таки, наверное, вот 7 городов осталось, да. Ну, если у нас за Собчак голосуют в городе Якутске лучше, чем за Жириновского, о чем там можно говорить, понимаете? То есть у нас сегодня население осталось действительно, ну, умное население, грамотное, уже давно отсюда уехало, остались немного людей, но они уже не верят ни в выборы, ничего, они каждый занимается своими проблемами. Мы сегодня все сделали, чтобы население города Якутска, ну, как бы вы же видите, что, кто у нас в такси работает, вы же видите, кто у нас в услугах работает, вы же видите, как они себя даже ведут, приезжие у нас, мы им дозволили все делать. Мы видите сегодня, как там приставы, налоговая, уже все, как бы, ну, все криминальные, полукриминальные, все сегодня занимаются тем, что все под следствием. Я думаю, что я уже 500 раз сказал даже про институт, про наш. У нас самый дорогой университет. Его надо сделать вообще бесплатным давным-давно, и тогда бы коррупции не было. Но у нас же сделали так, чтобы сегодня, видите, ректора сидят за решеткой. Это же смешно. То есть везде остались одни жулики. Вот, только, я еще заканчиваю, только ЛДПР самая чистая, порядочная и здравая, образованная, умная партия, которая, к сожалению, ну, умных и порядочных сегодня не выбирает. Выбирает и идут, вот видите, за теми, которые действительно ничего хорошего-то не сделали. Дай бог, чтобы с Арсеном Сергеевичем, с его поддержкой, молодой мэр, ну, сделал не на словах, а на деле. То есть я думаю, что с поддержкой Арсена Сергеевича сейчас это нормальный вариант для того, чтобы наш город, ну, хотя бы с лошадьми, с собаками, с дорогами, с пылью, там, я не знаю, с нелегальным бизнесом, ну, еще как бы надо подтянуть полицию, с переменами в полиции, может быть, сегодня что-то и произойдет, и будет лучше. Я только за то, чтобы наш город процветал, чтобы мои дети жили и
и учились в качественных школах. К сожалению, я учусь второй год уже в платных школах, мои двое детей учатся. Вот что. У нас ничего хорошего, похерено все. Образование, медицина, ничего бесплатного, нормального нету. И довели все то, что школы сегодня. А я недавно узнал, у нас из гимназии только, оказывается, одна только русская, а остальные у нас там 3 или 4 национальные. Я считаю, это неправильно. Должно быть 50 на 50. Ну, к сожалению, этого тоже нет. Поэтому все делается, чтобы сегодня жители города Якутска, славянское население, коренное, которые приехали, как я родился, ну, делать все, чтобы они уезжали сегодня. И давать места непонятно кому, я считаю, это неправильно. Спасибо. Александр Жураковский, он не входит в руководящие органы «Справедливой России», пока да не входит. Но он, я хочу объяснить, он давно входит в наш экспертный клуб и представляет, руководит региональным отделением патриотов России. Александр, расскажи, пожалуйста, свое видение. Добрый день, уважаемые друзья. Я думаю, если говорить про выборы мэра города Якутска, то результат сам по себе показывает, что без малого 40% как бы набрала наша партия. Ну, я там пока рядовой член, поэтому комментировать там вот это все, почему его, кого-то выдвинули там и так далее, не буду. Все кандидаты были сильные, да, действительно. Но я вот поддержал бы Гаврила и Виктора Николаевича в том, что действительно власть одной партии, какие бы там кристально честные люди не были, она все равно как бы развращается. Потому что нечестные люди проходят там и так далее. Поэтому во всем мире 2- или 3-партийная система. То есть участвовал в выборах, набрал больше голосов. Все, ты молодец, ты у власти. Вот. Теперь хотел бы на одну тему, которая могла бы нас объединить, может быть, да. Насколько я знаю, и Виктор Николаевич, и Гаврил, они это поддерживают. Мы очень настороженно относимся к реформе парламента, который вот планируется. Там, по-моему, сколько, 38 депутатов хотят оставить. Иван Иванович Шамаев планирует как бы собрать 10 апреля, по-моему. Вот, приглашаем Виктора Николаевича и Гаврила тоже, и Владимира Владимировича. Я считаю, что вообще, ну, как бы, одна ветвь власти не должна диктовать второй ветви власти, сколько депутатов должно быть. Потому что представительная власть, ветвь власти избирается напрямую народом. И это ограничение прав народа. И поэтому вот я бы хотел, чтобы и Виктор Николаевич и говорил, вот, и Владимир Владимирович на эту тему как бы дали свои комментарии. Спасибо. Ну, что я хочу сказать. На самом деле, первое, конечно, компания, я не скажу, что была легкая, я честно скажу, она была конкурентная, это все знают, и это признаю. Компания была очень интересной, но выводы для нас тоже хорошие. По сравнению с 2018 годом наш кандидат набрал на 14 тысяч голосов больше. Если процентно взять, это 46%. Для нас это лучший показатель, который мы, очень хороший показатель, не лучший, наверное, который можно записать в копилку «Единой России». Почему это произошло? Сейчас я не буду говорить, там, та-то партия, тот-то плохо работал. На самом деле, первое, это, конечно, программа. У каждой партии должна быть программа, то, что дает людям восприятие, да, того, что мы собираемся делать. Можно кидаться лозунгами, называть кого как хочешь, но это не приведет к успеху, который ждут горожане. Выбор Григорьева – это 100% победа горожан. Это официально могу сказать, это было сказано не только мной. Думаю, что основная наша первая задача после этой победы – это выполнение тех программ, которые были озвучены, так как партия реальных дел, как бы нас ни говорили, электорат у других партий уменьшается, «Справедливая Россия» сделала рокировки перед выборами, чуть-чуть у них это добавило, КПРФ на сегодняшний день уменьшилась, ЛДПР
мы так и не почувствовали, на самом деле, работу их кандидата. Если так рьяно хотят поменять, ну, власть, сами знаете, тем более опытные депутаты Илтумена, наверное, как она достается, как люди, ну, меняют, да, чтобы голос слов не было. Поэтому по городу Якутску хочу сказать, что мы победили. Мы готовы брать ту ответственность, которая на сегодняшний день поставлена. Это воплощать в жизнь ту программу, наши партийные проекты, наши национальные проекты, которые на сегодняшний день есть в стране, и идти в одном направлении во благо горожан, вне зависимости от партий. Валерий Степанович, как политолог, независимый взгляд может подытожить все выступления. Добрый день. Ну, я хотел бы тоже, да, немножко поделиться своими вот впечатлениями, да, какие вот. Для меня, во-первых, да, Единая Россия победила, вот кандидат небольшим отрывом, да, небольшим отрывом. Но здесь сыграли, мне кажется, два фактора, да. Во-первых, это власть, конечно, сделала уроки по результатам, да, свое поражение 2018 года, да. Тогда были выборы, как я помню, проходили там одновременно, несколько выборов, помню, проходили, да, там не только главы города Якутска, но и главы республики, поэтому, конечно, у них административный ресурс достаточно не было там, как бы не было такой сильно мобилизовано, да, но на этот раз они, конечно, все это мобилизовали, вот эти все ресурсы, да, и, конечно, были брошены на эти выборы. Конечно, это сказал. Второй момент, то, что считаю вот удачной, да, какой-то стратегией Единой России, вот была стратегия именно построения, да. Немножко, конечно, они отстроились от Единой России, да, кандидатом был, как бы, скажем, вот с посланием, да, в политику в сторону, да, чтобы это не показывать. Это, конечно, в таком политехническом плане, да, это было, конечно, удачное решение, я думаю, удачное решение. Вот. Вот эти два момента. И, конечно, в какой-то мере, ну вот два момента основных, я которые бы выделил, да, вот, которые для Единой России. То, что касается для оппозиции, да, оппозиции, здесь, мне кажется, то, что успех, с одной стороны, Виталия Обедина, да, который он получил 39%, это во многом благодаря, мне кажется, даже не успех самого Обедина, да, во многом благодаря Владимиру Федорову, да, Владимиру Федорову. Это было достигнуто, да. Он в этом плане, так же, как и в прошлый раз, помог Сардане Аксентьевой, да, тогда тоже Аксентьева, насколько помню, в 2018 году тоже 39, почти 40% получила она, да, от избирателей. Вот, и сейчас Обедин получил почти тоже около 40%, там 39 с копейками. Вот. И второй момент, да, неудача, я считаю, что вот кампании оппозиционной была у них эта избирательная стратегия избирательной кампании, я считаю, она была выстроена неудачно, да, то, что он как бы за свободный Якутск, там какие-то у него были послания, да, я иду, чтобы вы победили, я считаю, что это не совсем, как бы, не считаю, что это удачно, эффективные такие вот моменты, да, которые могли бы привлечь это. И третий момент, то, что у них не смогли они работать как бы с якутским электоратом. Они не смогли с якутским электоратом, да, поработать. Ну, там, возможно, вот с Алустаном и рано начали это дело, но в остальном они слабы в этом плане. Конечно, много было в этом плане, да, там в социальных сетях, скажем, в сторону Обедина, да, были высказывания и прочее. Он не смог от этого никак не открешиться, ни как-то не нормально выступить. Поэтому вот этот такой этнический фактор, да, который они не смогли, это, конечно, их минус. Ну, какие итоги мы видим, да, но главный итог какой мы видим? Все-таки, если там суммировать, да, выборы, то есть половина населения, да, все-таки проголосовала против кандидата, да, там набрали, да, против кандидата от власти. И это, конечно, показывает, что в обществе нашем существует определенный, да, раскол. Как это будет сейчас власти этот раскол преодолевать, каким образом, да, вот этот раскол в нашем столице. И второй момент, то, что в выводах мог бы сказать,
в оппозиции наблюдается, появились, скажем так, новые, скажем, лидеры, да, новые лидеры. Если у нас раньше был Эрнст Березкин был, да, в определенной мере лидером оппозиционных сил, то сейчас это уже Владимир Федоров, да, и Виталий Обедин, могу сказать, что они уже занимают в этом позиции, да, уже передовые позиции в этой части. Вот. И в-третьих, если оппозиция хочет, чтобы удачно в какой-то мере выступить на следующих выборах, им необходимо, как бы, можно более такая консолидация, да, консолидация всех этих других оппозиционных сил, наверное, более широкая консолидация, наверное, чтобы более успешно выступить. Ну, вот такие у меня пока предварительные итоги. Свое мнение выскажу. Я думаю, все-таки вот идея консолидации, которую отчасти вот пропагандировал, можно сказать, Григорьев, да, победивший, она все-таки вот повлияла на его победу, потому что люди почувствовали, что дальше вот такой раздрай во власти между городом и республикой ничего хорошего не принесет, и это сыграло определенную роль. И сыграло еще большую роль то, что все-таки надо голосовать за личность. Ну, Обедин, я понимаю, он успешный, очень талантливый журналист. Сава Михайлов, ну, тоже какие-то менеджерские задатки у него есть. Но они за всю жизнь, извините меня, руководили какими-то микроколлективами, там, по 5 человек, по 10 человек. А Григорьев все-таки 2,5 года руководил большими коллективами и часто заменял вот Сардану Авсентьеву, был первым лицом в городе. И последние 1,5 месяца был первым лицом в городе. Вот мне кажется, вот эти два фактора тоже какую-то роль играли большую. А теперь, как говорится, свободный микрофон. Кто хочет высказаться? Вообще слово «победили» нужно заменить «выиграли». Победа, ну, кого они победили вообще-то? Ну, у всех программа была. Ну, кого победили? Математически выиграли, математически выиграли. И надо скромнее быть, не то что скромнее, не надо, ну, людям-то действительно, значит, уводить их в сторону. Выиграли, да, ну, выиграли. Какая там победа-то? Это первое. А во-вторых, нужно вообще-то четко сказать. Вот сейчас мы называем там, ну, во-первых, Сава руководил и руководит сегодня строительным округом, и я уверен, что он дальше продолжит, где проживает 50 тысяч населения. 50 тысяч населения. Да, это раз, не 5 там, не коллектив там небольшой. Руководил, был заместителем министра. Ну, а хозяйственно 50 тысяч, это серьезно, 17-й квартал, тем более, строительный округ. И нужно сказать вообще-то, ну, вот оппозиция, мы четко, я высказал, и мы партия говорим, социализм и народовластие. Но за что сегодня выступает Единая Россия? За либерализм, за капитализм, да? За капитализм, они же их устраивают сегодня, расслоение общества. За что выступает Справедливая Россия? Ну пусть скажут они. За какой социально-экономический строй? Поддерживают они социализм? Они поддерживают народовластие? Или же они... Их устраивает сегодня капитализм? У нас же в стране капиталистический способ производства. Ну что там уходить от этого? Что дальше будет? Поэтому вот так вот здесь не надо уходить в сторону. Там, какие, а говорить свои вещи именами. Ну пришло это время. Пришло это время. Дальше. Сусанна, у тебя вопросы какие-то были? Да. Я хотела вначале высказаться по итогам выборов и задать вопросы всем партийным представителям. Вот. Говоря уже об итогах выборов, да, у меня мое личное мнение, да, на самом деле, вот когда говорят то, что вот это была оппозиция у нас, да, то, что она не системная, я соглашусь и скажу то, что все те люди, которые проголосовали за Обедина, за Федорова, они принципиально голосовали против партии власти, против Единой России. И когда я выступала за кандидата Григорьева с самого начала, да, с 11 января, как только Сардана Владимировна сложила
свои полномочия, я как тогда одна из первых высказалась в поддержку Григорьева. Почему? Потому что как бы будет нормальный мостик между мэрией и правительством. И как бы я всегда была против вот этого раздрая, когда есть какие-то внутренние конфликты, когда есть какие-то палки в колеса. Я всегда была против, и я всегда была за развитие города, чтобы город получал то, что ему положено. Именно из этих целей я как бы с самого начала поддерживала Евгения Григорьева. Там, не потому, что он партия власти или еще что-то. Нет, именно вот за развитие города, ну, как бы, чтобы всем было понятно, да. И говоря об оппозиции, на меня как раз-таки выходил и Сава Михайлов, да, и просил поддержки. Я не скажу, что Обедин на меня выходил, нет, конечно, но люди, которые голосовали против Единой России, они как раз-таки устали. И Виктор Николаевич, говоря об этом, да, то он прав на самом-то деле. И людям сейчас надо дать именно сильный политический выбор. Люди устали от монополизации власти, партии власти, давайте открыто об этом говорить, да, и нужен именно политический плюрализм, то есть чтобы люди могли выставлять своих кандидатов, которые идут с конкретной программой. Допустим, когда говорят эсеры, то, что они выиграли и заняли второе место, извините меня, это не вы выиграли, это просто люди, которые устали от партии власти. Будь на месте Обедина там кто-нибудь другой, с той поддержкой Федорова, с медийной точки зрения, да, потому что у него как бы есть мощные именно медиаресурсы, которые вытащили Обедина, мог набрать такое же количество голосов. И сейчас на думских выборах как раз-таки необходимо устроить именно программную борьбу, чтобы была именно конкуренция не личностей, а именно конкуренция партийных программ, чтобы люди могли видеть. И когда, допустим, Парахин говорит о том, что идет отток умных людей из города и из республики, и остались у нас люди, которые, ну, мягко выражаясь, голосуют не умом, а сердцем, то, наверное, в этом все-таки есть какая-то правда. И тот звоночек, о котором сказал Виктор Николаевич, да, о том, что 120 тысяч жителей города Якутска не вышли голосовать и показали свою аполитичность и то, что они не верят уже этим выборам, на самом деле это очень большой звоночек, это уже, не знаю, это, наверное, надо говорить то, что колокол звенит, по ком звонит колокол, да, и надо разбудить именно вот этих вот людей и заставить, ну не заставить, да, а именно мотивировать, чтобы они пошли на выборы и чтобы они поняли, что от их выбора зависит не только будущее республики, но и будущее всей страны. Если вы хотите изменить, не надо ходить на митинги, не надо там топить за Навального, да, не надо говорить «долой эту власть», «долой Единую Россию». Нет, вы просто идите и сделайте свой гражданский долг, поставьте галочку там, где вы хотите, за того кандидата. А чтобы этот кандидат был достойный, необходимо, чтобы и программа, и концепция, все было понятно для населения и донесено. Без этой грязи, без этих компроматов, без этих вытаскивания грязных трусов на всеобщее обозрение. Извините, я сама как бы была на передовой этой кампании, и на меня столько грязи вылили, как будто я сама была кандидатом, и прошлись по мне так, как будто бы я сама там борюсь за кресло мэра города Якутска. Нет, но такого быть не должно на самом деле. Если вы идете и боретесь достойно, и проигрывать надо достойно. И когда сейчас начинают там охать-ахать и говорить о том, что вот это так, а это не так, ну, извините, это надо было говорить раньше, во время кампании, а не сейчас. Это раз, это как бы мое личное мнение, да. И сейчас вопрос, который буду я задавать нашим партийным лидерам. Первый вопрос будет Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, все-таки Компартия, да, она уже партия с историей, да, и как бы эту историю надо уважать, я с вами в этом полностью согласна. И скажите, пожалуйста, предстоит ли какое-нибудь обновление? Допустим, на этих выборах вы выставили Саву, молодого 36-летнего кандидата, у вас там еще есть другие молодые парни, тот же самый Шарипов, да, и кто
может занять ваше место лидера Компартии в Якутии? Ну, начиная с тех, которые вот вы назвали, это абсолютно люди, которые Сава уже 18 лет в партии, Дима не меньше 18 лет, половина уже своей жизни они в партии. Есть и другие молодые люди. У нас есть и немножко постарше Вячеслав Куличкин и другие. У нас очень большой резерв, большой резерв. Но сегодня посчитали коммунисты, что все-таки ну, вот в это вот непростое время ну, оставили меня в первым секторем. Но я еще раз и говорю, что это не говорит о том, что это какой-то застой. Нет, у нас молодые, есть очень хорошая смена. Вот те, которые я назвал, очень хорошие есть, ребята. Угу. И в районах. Хорошо. И делая, вот, допустим, аналитику по итогам выборов мэра, да, вот вы то же самое сказали, 50 тысяч населения 17-го квартала и строительного округа в целом, но при этом разрез показывает в том, что они голосовали как раз-таки не за своего главу, не за Саву Михайлова, но они в большинстве своем отдали голоса как раз-таки за Григорьева. С чем это связано? Почему люди, живущие на 17-м квартале, голосовали против своего действующего главы? Ну, я не хочу, значит, там детализировать конкретно, там посчитать цифры, там по человеку. Но прежде всего, все-таки они очень... 17-й квартал самый проблемный, там наибольшее число аварийного жилья, наибольшее число. Они ждут решения этого вопроса, ждут прежде всего. Но сегодня этот вопрос, у нас финансируется программа переселения из аварийного жилья. Это федеральная программа, которую сегодня регулирует Единая Россия. Вот что ни говорят, люди все-таки, ну, прагматичные, я их понимаю абсолютно, но они подошли, не чувствовали, что, ну, наш кандидат не выиграет. Хотя выполнение этой программы не от Григорьева, не от Савы Михайлова не зависит в настоящее время, не от Обедина, зависит от федерального органа. Ну, федеральная Единая Россия. Григорьев был от Единой России. Они просто, ну, прагматично все-таки еще, ну, надеются что-то, что их вопрос будет решен. Хотя я предложил один вопрос. Вот у нас сегодня инвестиции вкладывают, концессионные такие соглашения на строительство важных объектов. Мост там, у нас культурные объекты, миллиардные и так далее. Но вопрос переселения из аварийного жилья, сегодня концессии запрещены. Законодательство не то, что запрещены, не учитывает то, что вот инвестор может вложить на ликвидацию аварийного жилья в этом округе. Это тоже не... Виктор Николаевич, я здесь поспорю, можем в любое время. Это все юридически есть. И вы мало знаете, наверное. Тем более, как депутат Илтумена, который перечислили в этом году 4 миллиарда рублей. В конце декабря вы сами это принимали на город Якутск. Вам бы это знать. Неважно там, кто бы, что бы. Это деньги вы уже предусмотрели и направили в город. Я не говорю о деньгах статус столицы. Вы об этом говорите? А я говорю об аварийном жилье. Я говорю о федеральных деньгах, которые направляются на программу переселения из ветхого аварийного жилья. Только федеральные. Есть отдельно. А те, которые программа столица, выполнение функций, это совсем другая программа. Про нее я тоже могу вам рассказать. Федеральные деньги выделяются на аварийное жилье. И вы сегодня за 30 лет... На столицу выделяются республиканские и муниципальные. Не вам вопрос. Не решили, за 30 лет не решили. Советская власть давно бы решила этот вопрос. То, что вы нам оставили, пытаемся решить. Да, что там пытаетесь? Не пытайтесь ничего. От вас ничего не зависит. Давайте вопросы продолжим лучше. Да, вопросы тогда сейчас Гаврил Парахину, да? Вы сказали о том, что ваш кандидат самый чистый и как бы никаких там судимостей, ничего там нету, да? Но при этом, изучая биографию данного кандидата, мы натыкаемся на то, что он, ну, грубо говоря, везде как затычка участвует во всех выборах, во всех уровнях. Скажите, пожалуйста, это специальный такой ход, что он везде там ходит у вас, вечный кандидат, или вы ждете, когда он выстрелит наконец и попадете куда-нибудь, что-нибудь как-нибудь? Я понял вопрос вас. Вообще должен на выборы пойти я, ну, на эти выборы, которые должны были состояться. Но я не хотел быть самым взрослым кандидатом, раз. Во-вторых, я уже участвовал в этих выборах. Ну, если вы помните, да, у меня где-то даже бумажка есть, только что недавно смотрел.
что я участвовал в 2017 году, я там набрал там, ну, наши 5% стабильные, да, такие там почти там 3000 или там чуть больше голосов. Но дело не в этом. Дело в том, что, ну, я катаясь по республике и там, начиная с Уснеры, да, Амиконского, я видел взаимодействие главы Амиконского района и главы Уснеры. Я видел взаимодействие Алдана и Алданского района, Нерюнгри, Нерюнгринского. То есть нету нормального, каждый себя чувствует царьком в этой ситуации в плане того, что происходило. Вы даже это подметили, и многие уже это подметили, да, что сегодня, вот, который наш, я извиняюсь, там забыл, как зовут, который человек, который ведет, что сегодня люди устали, и я считаю, что на этих выборах не то, что мы там сливали, да, мы хотели сделать так, я хотел сделать так, чтобы город стал процветать. А чтобы город процветал, нужно было, чтобы отношение было не как Егора Афанасьевича к Айсену Сергеевичу, да, совсем другое. То есть надо было изменить отношения вообще в плане главы республики и главы города Якутска. И честно, ну, я не то, что не хотел быть мэром, можно было выиграть, можно было бы заняться этим, да. Я решил для себя, что может быть мэром человек или показать себя, который в дальнейшем станет там моим преемником в Ултумене, да, я говорю про Рябченко, или станет, может быть, какую-то должность займет в мэрии, он очень хочет поработать в мэрии, да, я буду сейчас разговаривать с руководством нашего города о том, чтобы, может быть, его или кого-то из нашей команды. Вот. А то, что Евгений участвует, ну, во всех выборах, да много кто у нас, и Семен Макаров участвует, он просто последние 5 лет помощник депутата Селезнева Госдумы. И у него есть возможность летать, передвигаться по республике, да, раз. И у него есть опыт, он рядом со мной постоянно рядом. Один из тех людей, который со мной постоянно рядом. К сожалению, мы не коммунисты, и мы несправедливая Россия. Коммунисты, да, Сава согласен, это член партии давнишний, но справедливая Россия выставляет всех, кого попадя. Вы же это прекрасно понимаете, это видите. И смеяться. И, к сожалению, и Евгений Григорьев тоже не единая Россия. Мы не можем поставить человека, который в партии меньше года, понимаете? То есть, а таких кандидатов у нас, к сожалению, нету. То есть у нас по уставу и по всем понятиям должен человек быть. Женя уже 7 лет в партии. Вот. Да, у нас были там Андрей Зыбцев, у нас хороший молодой человек, но у него там ребенок родился тоже, он физически не смог заниматься, у него 2 котельных, в Хане там и в Валдане. То есть те люди, которые были достойны, они не участвовали. Вот. А я не могу поставить даже месяц, который к нам просился Заболотный, к нам там просились много кто. Но я не могу этого сделать, я не могу пройти, потому что я не хочу видеть предателей, которые сегодня обеден с одним, завтра с другим, он забудет, кто такой Тумусов, 100%. И мне было страшно слушать, когда Тумусов 10 раз назвал «Мы, справедливая Россия, выиграли». Да не вы выиграли, просто люди, которые хотели проголосовать, как он сейчас сказал мой коллега Виктор Николаевич, графа против всех бы была, вот это была и графа против всех обеден с этим, как он, а не справедливая Россия. И не какая-то там сверх, что один, что второй, они никакие не управленцы, они никогда бы мэрами не станут в жизни, я это знаю точно. И никогда они не справятся с этим городом. Ни Володя Федоров, ни Обеден, никакого у них опыта нет. Тут нужна организационный вопрос, тут нужны креативные люди, новые люди. Сегодня новый формат должен быть у города, да, Якутска. Поэтому я Женю и поставил. А к нему бы я бы добавил бы того же там Григорьева и как бы кого там посоветовал бы АСН, кого-то бы я привез, может быть, пацанов молодых с Нерюнгри. Они бы, может быть, тогда бы смогли. Мне очень понравилось сейчас, как Чекин работает с этим, с нашим Солодовым. Я с ними недавно разговариваю, я с ними дружу и общаюсь. У них сейчас вот еще год, еще через год, они действительно покажут, как можно работать в другом формате и быть губернатором. Понимаете, да? АСН Сергеевич тоже к этому идет. Но Айсен Сергеевич уже постарше, да, но он все равно моложаво в этом отношении как бы работает. А вот эти 2 молодых человека, Чекин и Солодов, если им никто не помешает, тем более им дают поддержку, деньги громадные дают им, да, для развития. И сейчас все для этого есть, чтобы развивать Камчатку, как туристический кластер, как там границы, там, как северный завоз, да, не завоз, а Арктика, это транспортный путь, да. То есть вот они, если это все сделают через год, тогда они покажут. И сегодня Григорьеву тоже такой же дается шанс стать очень креативным и очень интересным мэром. То, что там остановки, это новое, это ерунда. Эти остановки я в 99 году придумал, и никто мне не давал ни участки, я сам их участвовал, подключал электричество и строил. То, что сегодня все вот это происходит, да,
ну, как бы это еще пока полбеды. Вот если с собаками справиться, да, самое главное, да, наведет порядок, построит. И самое-то главное, ему должны быть дать деньги и не запретит воровать. Вот это вот будет самый такой нужный момент. Поэтому Евгений Рябченко, почему я еще раз повторюсь, я хотел, чтобы он был креативный кандидат, который мог составить, ну да, не было, нам дала Москва мало денег, не было возможности мне найти каких-то поддержку со стороны. Почему? Да потому что этими выборами Федоров и вот эта вся очередная кампания связана, мы там поддерживаем, не поддерживаем, объединяемся. Тут-то суть одна была. Нужно было так сделать, чтобы это была польза республики, именно и городу Якутску, чтобы столица была действительно новая, стала столица. Спасибо. Спасибо большое. Да, и теперь у меня вопрос к Александру Жураковскому, который нынче представляет у нас партию патриотов России-эсеров. Наверное, самый жесткий вопрос. Вот как раз-таки, как сказал ваш коллега из ЛДПР, партия «Справедливая Россия» на самом деле скатывается. И скатывается, вот она как раз-таки, да, показала на этих выборах, что она всеядна, она готова брать кого угодно в свои ряды, лишь бы, допустим, их лидер Тумусов спокойно сидел дальше в Госдуме. Ну, по крайней мере, это я воспринимаю так, да. И вопрос следующий. Не считаете ли вы то, что ваша партия становится, извините меня, политической проституткой? Я так не думаю. Хороший вопрос. Избиратели сказали свое слово. И если бы на месте Обедина был, например, Афанасий Японец, то я думаю, что, скорее всего, мы бы выиграли выборы. А почему вот то, что вот вы говорите, да, почему мы, как бы, я сам тоже независимый, как бы, общественник, эколог там и так далее. Почему мы смотрим на сторону Единой России? Очень просто. Тумусов не зависит от ДП-1. Ему руководство партии не скажет, сделай вот это, убери этого кандидата и так далее. То есть, договорившись с ним, мы уже будем уверены, что нас, извините меня, не кинут. Поэтому многие независимые люди, это и Федоров, и Обедин, и другие, они смотрят на справедливую Россию. И я вот не зря тут сказал про то, что должна быть, ну как бы, вот Виктор Николаевич сказал, подбор кадров. И сказал, да, по поводу того, что почему вот Единая Россия не выставила Садовника Вадима Димовича. Да, это был бы достойный кандидат. И никаких этих не было. Они поставили, ну, извините меня, неизвестного человека. Я знаю, как бы, подоплеку этого. И мне это не очень нравится, честно сказать. Потому что, к сожалению, в Единой России принятие решений, вот как сверху сказали, так и рядовые члены практически ничего не решают. Нет, давайте вы сейчас за Единую Россию говорить не будете, а за себя. Это единственная партия, которая, ну, там и коммунисты, и ЛДПР, конечно, само собой тоже, которая может дать бой Единой России на выборах в ЛТМН, в Государственную Думу и так далее. А, кстати, а почему Федоров раньше, который был в вашей партии «Справедливая Россия», да, он нынче пошел от совершенно другой партии, и, как бы, ну, извините, среди ваших кандидатов, как бы, есть, как так скажем, ну, мягко скажем, брод и шатание, и они совершенно, как бы, не соблюдают политическую ориентацию, так скажем. Ну, допустим, я не вижу, чтобы там Сава Михайлов там гулял туда-сюда, направо-налево от коммунистов и к другим, да, или еще что-нибудь. А у вас кандидаты, то есть... Я подробности согласований особо как бы не в курсе, потому что на выборах мэра города Якутска я не был задействован. Но это, видимо, ну, вы комментарии их слышали. И если честно, если бы Федоров пошел бы на выбор, он бы выиграл. Вы так не думаете?
Ну, извините, это уже альтернативная Это история. уже Мы об этом не ясно, говорим. что стреляют. О чем разговор-то? Вы как бы не передергиваете, потому что если бы Ну, Федоров он же пошел... сам отказался, получается, он же сам слился. Потому То что Григорьев, это, извините меня, вот Лену Тихонову мы бы выставили от «Единой России» с той поддержкой, которую оказала Григорьеву «Единая Россия». Ее бы еще женщины поддержали. Я вообще 100% уверен, что Лену Тихонова избрали бы мэром города Якутска при том административном ресурсе, который там есть. Так что не надо передергивать. Тут... Добрые люди, можно я, наконец, за час хотя бы одно слово вставлю, да? Вот Виктор Николаевич сегодня очень точно сказал, что если был кандидат против всех, победил бы он. Это кто говорит-то? Что ли? Это Дмитрий Илю, журналист. Вот Виктор Николаевич сегодня в самом начале очень точно сказал, что был бы кандидат против всех, он бы победил. Дмитрий, давайте я дальше вопросы свои задам, а потом вы уже... Хорошо, все, молчу. Еще час. Ну и заключительный вопрос Владимиру Владимировичу Амосову, представителю партии. С каждым разом вопрос жестче, да? Я думаю, что мягче будет. Не вопрос про проституток, надеюсь. Нет, вот как раз-таки, да, очень много шквала, негатива и людского, ну, как бы именно оппозиция нагнетает именно на партию власти. Вот прилепили партия жуликов и воров, вот сидят 20 лет у власти, воруют, коррупционеры, олигархи, не хотят уходить из власти. И в связи с этим у меня вопрос. Вот как раз-таки тот разрыв 5-6%, который мы сейчас увидели на выборах главы города, он на самом деле не такой большой и не такой, которым можно там махать и говорить: ура, мы как бы достойно прошли эти выборы, мы достойно выиграли. Да, борьба как бы была яркая, но как бы я бы не сказала, что это такая прямо сильно убедительная победа и выигрыш партии, да. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, какие будут сделаны выводы, чтобы уйти наконец-то вот от этого клейма партии жуликов и воров, и какая будет все-таки реорганизация, либо пересмотр, не знаю, если не партийные программы, то хотя бы кадровый, там будет ли зачистка каких-нибудь депутатов, членов партии «Единая Россия», да, которые замечены в тех или иных каких-нибудь махинациях или еще что-нибудь. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот. И какие выводы все-таки сделаны партией по итогам данных прошедших выборов главы города Якутска? Давайте обойдемся без всяких проституток и затычек. Хорошо. Остались там. Ну ладно. Кроме шуток, на самом деле, то, что вы говорите, на самом деле это, возможно, и наша недоработка, да, в том плане том, что мы не светим тех мероприятий, которые у нас проходят. У нас кадровая ротация происходит с членами партии постоянно, практически всегда, но оно у нас действует по уставу партии. Если это судебно доказанное дело, то членство автоматически лишается человек, и мы в рядах таких у себя не держим. По второму, тоже, возможно, не очень хороший тренд для меня лично, да, вот то, что мы не светим наши новые лица. Прошлый год у нас довольно большая ротация произошла на массовых выборах, которые проходили, более 30% это были новые лица, возможно, из-за массовости как раз опять и других выборов, которые шли параллельно, мы не осветили те, которые стоило бы. По новым лицам также вот было выступление, что Евгений Григорьев, он не член партии, он член партии уже более 2 лет, он член, более того, Политсовета Республиканского более 2 лет. Поэтому говорит, что это не так. Просто мы, возможно, где-то не светим, и здесь, ну, для себя я вот эти выводы сделал, почаще показывать людей, которые у нас являются членами партии. Я недавно был на одном собрании, там мне тоже говорят: вот вы партия такая. Переспорить человека я не смог, не стал им мешать. В конце мы встретились один на один, я говорю: ты уважаешь вон того человека? Я говорю:
Я многих членов партии в лицо знаю, он говорит, да. Если бы ты бы сказал, что если бы он узнал, что он член партии, что он плохой человек, ну, перестал бы говорить такие слова, он говорит, да. Так вот, я тебе покажу, ну, членский билет его примерно говорю, номер. Вот тебе ответ. Не все у нас жулики, как там пытаются говорить, воры, да, идеология, которая очень долгое время хранила наша монопартия в Советском Союзе. Она лучшие идеи у нас на сегодняшний день взята на вооружение. Правда, те, кто остались и не защитили в тот день останки, наверное, да, когда страну разрушали, они сейчас больше всех и кричат, что так и так нужно две партии. Это англосаксонская система. Возможно, когда-нибудь мы к ней придем, потому что поколение меняется, но на сегодняшний день работаем с тем, чем есть. Да, я хотел бы Олег, поздравить вас всех с окончанием выборов, да, и всем партиям задать один вопрос. Дело в том, что у меня опыт работы с районными администрациями и с наследами. Могу пример привести. Считайте, с 2000 года был в Неринге. Представляете, сейчас какой год? 21-й. А ситуация не изменилась. Один царек районом командует, другой городом. Выборные вещи все. И это отражается на благосостоянии именно горожан, потому что той или иной вещи доходит до такого маразма, которого я вообще никогда не видел. Когда социальная защита, которая должна работать, городская, вместе с республиканским и районным, делает вид, что она работает, вид бурной деятельности. Потом мы спрашиваем, почему у нас все голосуют против. Но у меня вопрос совсем другой. Я посчитал, сколько у нас депутатов. Кстати, ваших депутатов со всех партий на слегах, в районных центрах. А не пора ли здесь порядок наводить? Вам не кажется, что районные остальные делают вид бурной деятельности, даже в городе? Извините, конечно. Никто не занимается своими избирателями. Подчас даже в городе Якутске не знает, кто от строительного округа. Ну, там большой район, в принципе. Я говорю о том, что как вы смотрите на то, чтобы было намного все проще. Есть Якутская городская дума, есть советы депутатов. Может, они будут выбирать мэра или там главу вот к такому предложению. Зачем горожан впихивать в эту, ну, как сказать, выборы доказали. Одни сказали, бросили все и бросились на амбразуру, лишь бы, вот зачем, не знаю, кому нужна этот пост главы города Якутска. Это же такая работа адская. Ты все время на глазах. Не знаю, зачем это нужно. И поэтому у меня вопрос ко всем партиям одним. Неужели мы не можем сделать так, чтобы глав наследов, районных глав выбирали на советах городских, там, районных депутатов? Как вы на это смотрите? Зато это и, в принципе, народ бы оценивал сразу работу своих избранных депутатов. Ну, сейчас я бы хотел высказать сразу по 3 вопросам, которые по Государственной Думе и по парламенту. Я коротко очень скажу. Ну вот на вопрос. Если будет находиться у власти сегодня Единая Россия все время и перейти на выборы мэра города Якутска, не прямые выборы, а представители избирают, то я сегодня не соглашусь. Единая Россия все сделает для того, чтобы оставаться, ну, проводить своего кандидата. Сегодня власть это не народная, справедливая Россия, не, значит, не, в принципе, не заботится о народе как надо. Поэтому сегодня я бы воздержался. А так вообще, конечно, резонно есть. Но сегодня нет. Я против того, что надо выбирать прямым голосованием. Второе. По парламенту. Ну, я один из первых Компартии, мы высказались о том, чтобы слово «профессиональный парламент» вообще это не подходит сегодня к Госсобранию Илтумен Республики. Какой профессиональный парламент? Ну, во-первых, планируется 46 освобожденных, 12 и 36, 48 освобожденных депутатов. Ну, 36 освобожденных, а избирать 46, 48. 12 по партийным спискам, а сегодня 35 избирается по партийным спискам. Надо оставить представительство партии. Они хотят сократить 3 раза. Это раз. И второе.
Верховный Совет ЯССР был 160 депутатов. В каждом наследии. Это же представительная власть. Они должны работать с избирателями, а не так, чтобы сядут в кабинет и будут выдумывать законы. Законы пишет аппарат, они правильно вносят их законы. Но что они будут сегодня с законотворчеством? У нас федерация. Законы избираются в Государственным Думом и Советом Федерации. А у нас приводится только. Посмотрите, что приводим мы там. 2-3 слова изменяем, и уже там закон и так далее. Таких глубоких законов у нас сфера деятельности небольшая. Поэтому представительство максимально нужно сократить. И сегодня считаем, это нормально, 70. Но то, что касается Государственной Думы выборов, мы уже чувствуем сегодня. Ну, во-первых, предыдущая Дума избиралась все по партийным спискам. Предыдущие по партийным спискам были. Потом перешли опять 50 на 50. Сейчас опять 50 на 50. Ну, все делается для того, чтобы сохранить представительство Единой России. Вот здесь надо оппозиции подумать. Мы сегодня создали Народно-патриотический фронт. Мы приглашаем всех, значит, КПРФ приглашает объединиться на выборах. Не допустить сегодня, чтобы большинство, простое большинство было больше 250 голосов у Единой России. Вот здесь надо поработать, конечно. Но сейчас уже чувствуется, что и Конституцию изменили, внесли поправки с учетом ближайших выборов в Государственную Думу. И сегодня уже практически работает на это, чтобы сохранить конституционное большинство Единой России. Этого допустить нельзя, потому что сегодня рейтинг Единой России, партии власти, ну, он намного ниже, чем 30%. Вот здесь я бы это хотел сказать. Если можно, я полчаса уже, я 5:30 уйду. Спасибо, извините. Вам спасибо за выступление, за участие. Коротко я, да? Ага. Ну вот там продолжение Виктора Николаевича и вообще как бы про выборы. Я вообще на самом деле рад, когда выборы бывают депутатов. Начинаются там на округах детские площадки они строят, подарки на своем округе, там лампочки менять в подъездах. К сожалению, кроме нас на этих выборах я от других партий ничего не увидел. Единственное, что я заметил, что в моем дворе, там возле 20 школы, между КПДшек, не зная, компания, которая обслуживает Прометей, она не в курсе была, кто чистит, убирает снег. Я думаю, что благодаря все-таки этим выборам маленько зашевелились работники ЖКХ, начали убирать снег, там более-менее там помойки тоже начали следить. Даже Лена Тихонова, которая поехала после выборов, понятно, что там удивилась, что где-то более-менее чисто было, не так страшно, как предыдущие года, в тот же год назад, там, или 2, или 3, когда в это время, если бы мы посмотрели, было бы гораздо страшнее. Конечно же, сегодня громадные деньги были потрачены партией власти и нашими оппозиционерами, так называемым псевдо, на эти выборы. Но ничего хорошего не сделали. Я, в отличие от них, да, там провел турнир по конькобежному спорту на Талом озере, который проводился последний раз 51 год назад. К сожалению, на лыжня России не пришел ни один представитель мэрии, не пришел ни один представитель правительства, не пришел ни один депутат. Да? Мы организовались, по-другому нас никто не мог бы увидеть и услышать. Там полевую кухню, чай раздавали. Я сам участвовал в забеге. Женя Перфилев занял 4-е место, конкурируемо с профессиональными гонщиками. Да? То есть сегодня эти выборы настолько противны стали, да? Настолько они мерзопакостные, да, во всех отношениях, настолько они показывают, насколько все-таки люди тянутся к власти там, за 150 тысяч зарплату мэра, да? Ну, это смешно. На самом деле смешно, да. И как бы сегодня понятно, что Григорьев это может быть тот человек, который, как бы, как и Александр Сергеевич, стартанет там куда-то выше, да, там на должность в дальнейшем там министра и все остальное прочее. Это как бы для него такой толчок, который даст ему возможность, молодому парню, я считаю, что он еще молодой, как-то себя проявить. Но выборы надо убирать. Что касается, я уже повторюсь не раз, там, пример был Уснера для меня дико, когда он в помойке вся Уснера, там 22 золотодобывающие компании, я уже не раз об этом говорил, и никто ничего не делает, и никто никак не контактирует, глава
района, глава поселка с теми же недропользователями, которые они есть, и между собой не контактируют. То есть это приводит к тому, что там есть бассейн, но нету тренеров на ванне, да, там есть ДК какое-то, да, ну там постоянно лужи. Естественно, сегодня при монополии партии власти, которая, естественно, никогда ее не уступит, да, и они творят, что хотят, и как бы он там сегодня, человек, который представляет ее сегодня, как бы ни говорил, да, мы уже не раз с ним на эту тему зарубались, и я прекрасно понимаю, что, может быть, те же коммунисты и та же «Справедливая Россия», дай им власть, они себя вели бы еще бы хлеще, да, по отношению к выборам, и как бы что там они творили, и как они... Я же не просто так сказал, что Григорий стал космонавтом за неделю, да, то есть, как бы здание пенсионного фонда, это не пенсионного, там какое-то профсоюзного, здание профсоюзов стало космодромом, да, для этой команды, где они там все сидели, целое здание обслуживалось от «Единой России» на этих выборах. Громадные деньги, миллионы, толку никакого. Можно было ничего не тратить, собраться депутатами. Но, как сказал Виктор Николаевич, что сегодня депутатов, к сожалению, у Нерюнгри можно было такое решить, там наше большинство. В Мирном наше большинство оппозиции, коммунистов и ЛДПР, в Мирном, да, но в общем, если брать по количеству депутатов, соотношения и решаемых вопросов, естественно, мы сегодня не можем конкурировать, и, к сожалению, на уровне Госдумы наши законы и наши предложения тоже, и что от коммунистов, что от нас, что от «Справедливой России» не находят поддержки, потому что монополия одной власти. Вот когда маленько мы изменим ситуацию, я думаю, что в ближайшее время мы изменим, тогда действительно можно будет и думать о том, чтобы действительно наша республика и наш город будут великими. Я бы хотел поддержать предыдущих, как говорится, наших ораторов и сказать, что представительская ветвь власти – это вообще-то власть, прямая власть народа. И ограничивать ее – это совершенно неправильно, хотя кажется, что зачем выбирать того-то, того-то, того-то. Но когда, извините меня, контрольный пакет партии власти находится у одной партии, и человек, когда у него возникает проблема, бьется об стену и не может решить. И вот Гаврил правильно говорит, что когда там, где возникает плюрализм, там, где 2-3 партии решают, это как бы совершенно другая ситуация. И так и должно быть в принципе-то. Вы смотрите, вот, например, Соединенные Штаты Америки, как там республиканцы и демократы друг за другом следят. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Я считаю, что в России тоже должно быть несколько партий, которые бы боролись бы за власть не в шутку, а по-настоящему. И хотел бы добавить, вот, и поддержать Таша Губарева. Вот, Гаврил, к сожалению, не сказал на эту тему. 70 депутатов Илтумена нужно сохранить, потому что это власть народа. Когда будет сокращено количество депутатов, у народа выбор рычагов воздействия на власть будет еще меньше. И если вот то, что вы говорите, вот, назначать депутатами, ну, извините меня, это будет прямая вертикаль власти, и там никакого народа совершенно не будет. Поэтому я еще раз адресую своим коллегам, вот, кроме Губарева, он уже ответил на этот вопрос, вот, Гаврилу хотел бы задать вопрос. Как вы относитесь к реформе парламента? Я коротко отвечу. 100% по списку надо сделать. Я уже сказал недавно это Айсену Сергеевичу. Оставить 70 депутатов. Да, по количеству оставить 70 и сделать 100% по списку. Если не хотят уменьшить, то все равно сделать 100% по списку. Каждые выборы, когда уходят там мир иной, депутаты одномандатники, когда они становятся там, особенно от партии власти, и поднимаются выше, да, каждые выборы обходятся нам от 7 до 10 миллионов перевыборы, до выборов. Это громадные деньги на это тратятся. Если было бы по списку, сама партия выставляет взамен того человека, который убыл непонятно куда, неважно куда, и вместо него ставить того человека, который достоин. Там, высшим советом там, или координационным советом. И тогда этот вопрос решается быстро, операционно. Не устраивает, еще раз могут поменять. И как бы если он не работает.
К сожалению, сегодня одномандатники, я уже не раз говорил, они работают сегодня неполноценно. Те люди, которые прошли сами, они и партию не слушают, ту же Единую Россию. Это я знаю просто и сам вижу по парламенту. Они могут приходить, они могут не выступать, могут не приходить, могут нажимать, могут приехать, могут не приехать. А когда, если они бы относились к партийной принадлежности конкретно, да, и проходили бы по списку, тогда можно было на них как-то повлиять. И поэтому сегодня 100% надо делать 100% по списку и оставлять в том же составе. Потому что если сегодня не является, как они говорят, на сессию партия власти, да, эти же, опять же, одномандатники не приходят, и из-за этого кворума нету. Может не быть, хотя кворум у нас всегда бывает. Это уже проблемы партии Единой России и дисциплины. Я знаю точно, у Губарева приходят все, у Григорьева приходят все, естественно, 100% у нас. Поэтому я только за партийные списки и оставить также парламент, как и был в том же составе. Спасибо. Не надо ничего будет. Мы оставим пока это тогда без ответа. Но на самом деле, как раз все отвечают, это же обсудил, как впервые появилось в СМИ, в открытом пространстве, это обсуждение, когда Айсен Сергеевич, наш Илдархан, высказал в своем послании. Послания, я знаю, что делаются не просто так. Не, Владимир Владимирович, вопрос же был о сити-менеджере. О сити-менеджере? Об отмене выборов. Отмена выборов. Ну, время покажет, на самом деле. Спешить не надо. На самом деле город демократичный у нас, республика сама, население очень политизировано, вы это сами чувствуете, когда смотрите, какие ваши передачи больше смотрят или читают, или какие статьи, да, вызывают резонанс. У нас очень высокополитизированное население, и поэтому, ну, если народ решает, что нужны выборы, мы его как бы прислушаемся. Если скажут, что хватит. В некоторых районах от них устали, перешли на другое сити-менеджерство. В некоторых районах люди изъявляют, что выборы должны оставить. Мы прислушиваемся. Ну, сейчас же не народ решал. Выборы нужны, не нужны. Решала Якутская городская дума согласно уставу. Я поэтому спрашиваю, почему нельзя действительно сделать так, чтобы мы не отвлекались, а занимались своими делами, а наши доблестные депутаты... Олег, конкретно у тебя вопрос всегда имеет два смысла. Конкретный вопрос, я сейчас конкретно, да, нет. Вы за выборы... Я думаю, к этому все идет. Убрать выборы и оставить на совести, ну, хотя бы депутатов городской думы. Когда каждый округ превращается практически в выборы мэра. Но одно другого не мешает. Надо думать, но пока выборы мэра, они... Принято, что у нас город один из 7 городов России, который сохраняет. По количеству депутатов Филтумена. Так, как скажет ООН-Ф. Ну, мы говорим 70. Дмитрия Лю послушать по итогам выборов можно, пожалуйста? Да. Единственное, что могу сказать, что у нас какие-то выборы в этот раз были, как бы сказать, ну, я писал, да, шапито. Это не выборы. Это когда выборы начинаются не с предвыборных обещаний или там каких-то внезапных строительства детских площадок и уборки снегов, да, а начинаются с того, что кандидаты начинают друг дружку в суд подавать. Да, я понимаю, да, это как бы абсолютно популистская мера, да, там срочно построить детскую площадку, провести субботник, но давайте так, площадка есть, да, снег убран. А здесь началось с того, что все стали сразу судиться, что другой кандидат не такой. Потом началась говорильня. То есть город уже с самого начала, еще в период перед предвыборной кампанией, не получил ничего, жители его, рядовые жители, кроме говорильни. Поэтому я вот совершенно, говорю, солидарен с тем, что кандидат против всех победил бы на этих выборах с таким отрывом, да, что просто трудно сказать, как бы, с каким. Насчет сити-менеджеров, наверное, в этом есть разумный подход. Все-таки глава города,
это в большей степени это должен заниматься городом, а не политикой. Что касается нашего нынешнего мэра, да, ну, я за него не голосовал, ладно, Господь, я вообще ни за кого не пошел голосовать, потому что, сори, у нас все кандидаты были максимум на тройку. Но я просто искренне надеюсь, как житель этого города, я надеюсь на то, что наконец это бадание республика-город, оно прекратится. И это принесет естественную пользу. Вот примерно в таком ключе. Лена, я хочу тебе слово предоставить вот для завершающей части. Спасибо большое, Игорь. По выборам мэра, да, я немножко вот такие моменты хотела отметить для вас. Во-первых, поздравить всех наших мужчин с Днем Отца. Хотела бы, да, от всех нас, да, и поблагодарить за принятые наши приглашения, участие, активность. Коллегам спасибо, что мы сегодня собрались, и он очень интересный, даже эмоциональный у нас диалог идет. Вот. А по поводу выборов, во-первых, вот жалко, что Виктор Николаевич, рано ушел на другое мероприятие, да, я хотела ему немножко ответить, что вот Виктор Губарев же говорит, да, вот везде, мол, монополия Единой России. А вообще-то, знаете, не везде же у нас Единая Россия все занимает. Вот, например, тот же сам Виктор Николаевич Губарев, он является вице-спикером ЛТУМЭН, и председатели комитетов, по-моему, парламентских есть, да, тоже из коммунистов. Вот, есть коммунисты у нас и на муниципальных должностях, да, называть не будем. Есть, вот, возглавляют коммунисты, тот же Семен Филиппов, например, у нас крупное дорожное хозяйство, да. Шарипов у них тоже был главой округа, да. Савва Михайлов, вот сколько лет, он 18 лет, значит, является комсомольцем и коммунистом, но он за свои вот эти 18 лет членства от партии же тоже что-то получил. Он же был в 2 министерствах заместителем министра. То есть где тут Единая Россия, которая оккупировала все властные должности? Хотела бы я задать такой вопрос. И еще один момент, да, вот вы говорите тоже Единая Россия там. Здесь я отмечу, что я Единую Россию очень часто критикую, лично вот и Владимира Мосова, и других членов партии, активистов я, руководителей критикую, да, но тут как-то все пишут, что, сегодня все сказали, что, мол, Единая партия, она там всех там, в общем, все забрала. На самом деле, вот посмотрите, Тумусов, сколько лет созывов, я даже пальцев на руках уже не хватает посчитать, сколько лет и созывов господин Тумосов у нас является депутатом Государственной Думы. Это вообще уже, проще говоря, то есть монополии-то особой такой нету, да, и представители других партий тоже, занимают и в городской думе, и в районных советах, везде есть. Вот, а по поводу Саввы, да, у коммунистов, он был довольно слабым кандидатом, я это говорила, и сейчас вот говорю всем, я вот и лично выезжала к нему в управу посмотреть, как у человека в его предприятии, например, в его офисе, да, это оставляет желать лучшего. Потом вчера, вот да, действительно, спасибо большое Гаврилу Павловичу, что вы меня отметили, запомнили мой выезд, объезд. Строительный округ, видно, что порядка нет. Снег не вывозится с частного сектора. 17-й квартал, он, не так страшно, но видно, что работы главы управы нет. И в Сайсарском тоже, и вот, кстати, 203-й микрорайон, я все написала, вот. И по этому вопросу, вот как бы Савва Михайлов управлял городом, если он не может навести порядок элементарно у себя в округе и у себя в конторе, да. По поводу «Справедливой России» хотела бы отметить то, что тоже об этом и в группах, и в телеграм-каналах говорила не раз, да. Мне кажется, да, нельзя не согласиться с теми спикерами, которые сегодня дали оценку «Справедливой России», да, вот особенно с Гаврилом Павловичем Парахиным, потому что вот вы очень отметили правильно, что у партийца должен быть стаж, а не, извините меня, сегодня человек там, завтра там, вот как Володя Федоров, он в скольки партиях был, там уже тоже весь у него партийный список, да. И, знаете, наверное, все-таки Виталий Обедин сделал для «Справедливой России» эти выборы, да, он им принес вот это достойное 2-е место, потому что, кто еще есть у эсеров, кроме, я имею в виду Александр Жураковский без обид, потому что я имею в виду в чистом виде эту бывшую «Справедливую Россию», которая существовала до объединения.
Ага, то есть кто у них был? Ну, Григорьев, ему бы предъявили бы Агротекс. А кто еще есть у эсеров? Сулустан Амиран, которая выбросила мандат свой, да, из-за одной темы, да, Конституции. Ну, кто еще у эсеров есть? В голову вот даже никто не приходит, да? Вот. А у коммунистов, в принципе, люди были. Но они почему-то вот Савву поставили, потому что именно, видимо, чтобы создать такого политического клона против, вернее, Григорьева, потому что он и вилюйский, и по возрасту ровесники, и представитель вот коренного населения, ну, вы все это знаете. Вот, по Тумосову, да, еще хотела бы сказать, да, вот переходя к вопросам, все-таки он себя как политик, мне кажется, изжил, потому что, ну, человек просто, мне кажется, да, тоже писала не один раз в материалах и везде, все-таки он украл годы, десятилетия у своих ровесников-политиков из Якутии, которые на его месте могли бы работать достаточно эффективно, если бы Тумосов, допустим, не сидел там, сколько созывов он в Госдуме. Поэтому вот огромное пожелание Александру Жураковскому и всем вашим соратникам, чтобы, ну, вы, может быть, не то что пересмотрели, а чтобы вы понимали, что люди устали от вот этих, как сказать, вечных депутатов, вечных политиков. Вот. И по поводу еще ответить тоже Виктору Николаевичу Губареву, он же сказал, что у «Единой России» и у Григорьева нет победы, да? А мне кажется, наоборот, победа есть. Причем, знаете почему? Потому что выборы, они были очень сложные, конкурентные, и кандидаты все были такие яркие, молодые, все они были сильные, да, и даже если они отрицательные персонажи, как некоторые там умеющие, ну, хорошо стрелять, да, допустим, но в любом случае они были все очень яркие, очень достойные, поэтому выборы были очень интересные, сложные, и сказать, что выигрывают обычно в картежную игру или где-то, поэтому вот почему пытается лидер коммунистов вот как бы принизить, да, эту победу, а победа вот каждый, например, я не скрываю, что я вот поддерживала кандидата Григорьева, голосовала за него в Инстаграме тоже, как и все, свой голос мы показывали, да, поэтому вот не надо у нас отнимать нашу победу, потому что она все-таки общая. Это победа тех горожан, которые вот голосовали, поддерживали за Григорьева. Если даже не за партию «Единая Россия», то за него как за перспективного молодого руководителя. Вот. И по поводу явки, вот тоже вот здесь многие сказали, что очень много человек не вышли на голосование, да. Ну, давайте, может быть, мы не будем сбрасывать со счетов то, что это первые крупные выборы были, общегородские после пандемии, да, после того сложного года, потому что Конституция, она была, ну, общероссийская, как бы общереспубликанская, да, и это были не выборы. И в городе Якутске были же только выборы по центральному округу, локальные, а крупные общегородские выборы после пандемии, именно вот эти, наверное, вот все-таки эти моменты на явку тоже, наверное, по-своему, люди же боятся все-таки, ну, как-то на места массового скопления, вот, наверное, в этом есть. И можно вопросы тогда, если кто ответит, желает или нет, а кто ответит, то, пожалуйста. По праймеризу «Единой России», Владимир Владимирович, вам вопрос, можете ли сориентировать? У вас же предварительное голосование будет, да? Это вопрос Аммосову. Всем партиям вопрос о планах по Госдуме, ну, кто будет кандидатами, будете ли участвовать. И по другим выборам это Нерингри, Жиганский, Булунский и, конечно же, вместо Местникова Колыма-Индигирский округ 34. Вот. И последний вопрос тоже по вашему усмотрению. Если не успеете здесь ответить, можно в личке потом надиктовать ответ. Как вы смотрите на новые парламентские партии? Считаете ли вы их своими конкурентами на думских выборах? Еще раз большое спасибо всем. Владимир Владимирович, с вас, наверное, да? Да, пользуясь случаем, да, микрофоном, да, у нас праймерис начался, у нас начался прием заявок для участия на предварительном голосовании, в простонародье праймеризе, для выдвижения кандидатов на Государственную Думу. Прием заявок у нас до конца апреля, могут принимать участие все, кроме членов других партий. Ну, официально у кого, да, есть. По Булунскому, Жиганскому
И Нерингри уже выборы идут, а праймеризы по Булунскому, Жиганскому и всех, которые будут проходить 19 сентября, они пройдут у нас практически все по первой модели, это тоже голосуют все, как настоящее голосование, то есть жители сами будут решать, кто будет кандидатом от нашей партии. Их желание будет, первостепеннее у нас получается. Вот. Потом второй вопрос был не по праймеризу. А по поводу планов в Госдуму, второй вопрос. И по... в Госдуму у нас вообще есть правило, не то, что у нас, да, в одно время, когда я был молодым, первые выборы пришел радостный, все, победили там. Теперь как работать надо, я консультируюсь со своего одного уважаемого человека, он говорит: Володя, запомни первое правило, выборы начинаются, когда они считаются закончившимся, то есть надо работать в этом плане, поэтому выборы мы не ждем, что они будут какие-то простые, они будут конкурентные. Я вот уважаю своих наших оппонентов, на самом деле если бы не было политических баталий, чашку кофе с ними спокойно попьем в любое время, с каждым из здесь находящихся. Поэтому, а выборы есть выборы, конечно. Партии создаются для того, чтобы бороться в политическом пространстве. Владимир Владимирович, я немножко не поняла. То есть по думским ПВГ у вас тоже каждый житель голосует, что ли? Или там как? По предварительному голосованию, да. Сейчас мы ведем набор кандидатов в этом месяце. Да. Кто хочет проверить свои силы, да, и стать, возможно, кандидатом от нашей партии. Прием заявок идет у нас до конца апреля. В конце мая будут проходить сами голосования. Они пройдут у нас в смешанном виде. Можно голосовать через госуслуги, как на выборах, а там, где у нас цифровое неравенство есть в районах, там мы поставим счетные участки как традиционный выбор. То есть будут все зарегистрированные граждане, а не только члены партии голосовать? Да, есть условия, Всё. там есть этические, которые нам вот коллеги подсказывают, да, мы там, организационный комитет может отменить, если тот кандидат может быть членом другой партии, либо какое-то у него не очень хорошее реноме есть. Спасибо. Да, думских и других выборов. Естественно, да, думские будем участвовать. Скорее всего, я пойду, я так думаю, что потому что руководитель партии в лице руководителя фракции Государственное собрание ЛТУМЭН, поэтому тут, думаю, вопросов нет. Я прилетел вчера с Москвы, уже мы это обсуждали, что по одномандатному округу и, скорее всего, по спискам буду участвовать я. По Нерингри у нас мы должны выиграть, победить партию власти. Если там не будет никаких сбросов, я думаю, мы такие ошибки, как «Справедливая Россия», не будем делать. Выиграем честно, порядочно и грамотно. И главой будет Андрей Николаевич Дорогань. Вот. По Колыма-Индигирскому довыборы будут. Довыборы, которые, да, скорее всего, пойдет родом оттуда вот как раз Евгений Рябченко, который должен был показать себя на выборах как-то города Якутска, и имея возможность туда летать, имея возможность работать там, он уже давно последний в статусе депутата, тоже группы арктической группы, да, он должен там поработать, и я думаю, что у него есть шансы выиграть. По Жиганску пойдет у нас депутат, который является руководителем партии, там Балыкин Дмитрий, по Жиганской группе, если ничего не изменится. По Булунской там у нас несколько кандидатов. Это у нас замглавы, член партии, руководитель партии, он является Мирославский, он давно уже работает в администрации, является первым заместителем. Нет, не первым, просто заместителем. Или там депутат, кто-то из депутатов районного совета Булунского. У нас там 3 депутата. Коротко вот так. Так что везде будем участвовать. Спасибо и большое. Все районы наши, будем там, везде есть шансы выиграть, везде есть шансы побороться за мандат. Можно я реплику вставлю? Как раз-таки, да, позиции ЛДПР в Южной Якутии, в том же самом Нерингинском районе, они очень сильны, и, в принципе, там они могут дать бой. Да. У нас там 30%, там 27-30%, поэтому, то есть сегодня партия власти все сделала для того, чтобы
жители были обозленные. Жители почему обозленные? Потому что не могут достойно работу найти, там, да, вахтовый метод присутствует. Все обещания, которые были переехать достойно, тоже не могут, да. И, естественно, там же, как мы понимаем, все работает на одно. Пользуются недрами нашей республики, а в обратку мы получаем ничего, ни налогов, ни рабочих мест. И поэтому жители действительно там обозленные очень сильно, поэтому попытаемся как бы ситуацию исправить. Мы вообще собирались, я уже не раз говорил и главе республики, и Агипу, что попробовать, ну, к сожалению, нам не дают поработать все-таки до конца, мы не можем там вмешаться в работу административную, да, в плане там быть в руководстве или Алданского, или Ерюнгринского района, чтобы дали нам шанс, чтобы мы поработали и показали, насколько есть альтернатива наших молодых кандидатов, если даже не молодых, говорим, дорогая, но которые имеют хотя бы чистый и грамотный опыт в работе именно в том местности, где он родился, вырос, ну и, как говорят, пригодился. И поэтому сегодня, если никаких сбросов не будет и никаких подковырных игр, то мы должны там достойно победить. Вот я, кстати, не могу понять позицию «Единой России», да, в части Нерюнгринского района. У них есть прекрасный кандидат Александр, вот как раз-таки депутат Илтумена, да, из Нерюнгринского района. И я не могу понять, почему они его не выставили на главу района. У него там шансы были бы намного лучше, чем у действующего кандидата сейчас. У Романа Михайловича? Нет, у Александра. Кашукова. Да. Прекрасный человек, он нам нужен в Илтумене. В законодательном собрании. Чтобы кто-то с Марахиным спорил так же красиво. Пару слов скажу про Нерюнгринский район. Как вы все знаете, там планируется коксохимический комбинат строить китайцами. Мы сейчас 5 человек предложили туда в рабочую группу, представителей Нерюнгринского района в том числе. Вот. Проблема очень большая на самом деле. Вот. Теперь по выборам в Государственную Думу, я думаю, что все понимаете, что кандидатом будет Тумусов Федот Семенович. И я думаю, что он пройдет в любом случае, что по одномандатному, что по партийному списку. Как бы, ну, как бы у меня тоже отношение, как бы вопрос, люди довольно сложно к нему относятся, есть такое, но что от него не отнять, он независимый человек. Ему никто не позвонит, не скажет, голосуй так, голосуй эдак. Поэтому люди голосуют за него. А что касается вот то, что замечание Лены, я скажу, что я за то, чтобы партия обновлялась, и она обновится в любом случае. И то, что люди, которые не смогли пройти через систему Единой России, других партий, есть хороших людей. Я думаю, что результат будет хороший по этим выборам. А, Лена, если что, мы готовы видеть вас нашим сторонником. Мы чем больше людей, как бы, ну, я за то, чтобы, как бы, ну, вы сказали, что вы за власть одной партии. Я совершенно поддерживаю Гаврила и коммунистов. Я считаю, что власть одной партии не должно быть. Власть должна, как бы, меняться. Поэтому мы приложим все силы для того, чтобы власть менялась. И Александр, спасибо большое. Александр, большое спасибо. Можно уточняющий вопрос? А скажите, вот у вас же сейчас будет партия по-другому же объединенная называться, да? И лидер-то региональный будет меняться? Или как это вообще будет происходить? То есть на Думске вы пойдете уже под другими же флагами, а региональное отделение тогда, ну, кто-то же должен из вступивших партий тоже представлен в лидерах. По региональным отделениям так, что там, где региональное отделение той или иной партии находится в законодательном собрании, а у нас оно
партии «Справедливая Россия» не только в законодательном собрании, но и в Государственной Думе представлена. Но я скажу, что за свою партию «Патриоты России» в 10 регионах региональные отделения были созданы на основе партии «Патриоты России». И Геннадий Семигин, про которого так влюбленно говорил товарищ коммунист, он действительно был дважды депутатом Государственной Думы, вот как раз в возрасте Владимира Владимировича он стал впервые депутатом Государственной Думы, 2 раза он был депутатом Государственной Думы, и действительно они пытались изменить Компартии изнутри. К сожалению, не получилось, и они вышли из партии. 3 депутата Госдумы и создали отдельно свою партию «Патриоты России». И сейчас вот объединились с «Справедливой Россией». Действительно, вот такая левая социалистическая партия все равно нужна. И я думаю, что все, которые вышли из Советского Союза, мы немножко как бы близки к социальному государству, к этому стремимся. И я думаю, что мы в этом направлении будем работать. Александр, вот вы сказали, не должно быть монополии одной партии. Я с этим тоже согласна. Многопартийность должна быть. Но обратите внимание, опять же, вспоминая Федота Семеновича, не должно быть власти одного человека внутри партии. Это, наверное, тоже к нему относится. Спасибо большое. Ему уже 8 лет, так что сами понимаете. Я не буду плохих слов говорить. Он действительно большой человек. Харизмы у него много, и я думаю, что он себя еще покажет. И как вы видите на выборах мэра города Якутска, он на самом деле, я знаю подоплеку, он всех переиграл, и в том числе и Единую Россию тоже. Ну, допустим, мое личное мнение, да, если выбирать, допустим, из 2 кандидатов, Тумусовым либо Парахиным, мой выбор пал бы, допустим, на Парахина, так что, ну, никак не на Тумусова. Ну, это ваше мнение. Ну, да. Ну, и мне Вот кажется, я тоже, я согласна с Анной. Ну, я человек, который занимается экологическими вопросами, да. Для меня проще, вот, например, мы вот по золотодобытчикам большая проблема у нас. То, что они реки загрязняют, да. Мы от имени нашего движения «Защитим природу Якутии» пишем письмо на имя федерального инспектора о том, чтобы провести совещание с Якутнедрами, Минпром, там, Минохраны природы и так далее. Знаете почему? Потому что вот по Ингре я написал письмо Сахамину Милановичу с просьбой отозвать лицензию там, армян, как бы компания у них загрязняет ручей, который, ну, как бы откуда воду берут. А Ингра, вы знаете, это живут малые народы севера. Вот я как бы напишу письмо. Понятно, что федеральный инспектор может поддержать, может не поддержать. Но мы как бы, у нас в движении есть и члены Единой России, там Чиросов Михаил Михайлович, руководитель проекта «Единая Россия. Чистая страна», доктор биологических наук. Солнышкина Роза Васильевна от коммунистов тоже есть. Я им тоже сказал, говорю, давайте скажите своим депутатам Государственной Думы, пусть такие же письма направят федеральному инспектору. Необходимо этот вопрос решить, потому что вот я скажу, что по золотодобывающим компаниям аховая ситуация. Последние 2 года они оплачивают штраф. Вот вы знаете, штраф Алруса заплатила, да? А ущерб причиненный они не платят. А почему не платят? Потому что, ну, как бы есть там подводные течения, я вот подскажу почему. Потому что у них очень хорошая крыша, скажем так, да? Поэтому только на уровне федерального инспектора, поэтому я как бы ничего против не имею, ни против Единой России, ни против коммунистов. Я сказал, давайте инициируйте это совещание, тоже это письмо отправьте своим депутатам Госдумы и давайте сделаем и проблему решим. Правильно же? А Тумусов сказал, я готов депутатский запрос направить. Все. И кто действительно решит проблему, за того и люди должны голосовать. Или я ошибаюсь? Вот о чем, допустим, если сейчас Единая Россия выставит в качестве кандидата Сахамина Милановича,
на Госдуму, мне кажется, партия от этого только выиграет. Ну, это возможно. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а кто ваш кандидат будет на Госдуму от партии? У нас вот будет проходить праймерис 30 мая, вы все узнаете. Но еще и политсовет, у нас там после этого утверждения. Ну, примерно 30 мая вся картина будет ясна. А можно я добавлю, да, и скажу, ну, вот нашим всем друзьям, вот коллегам, которые здесь собрались, и вам, представителям партии, то, что мы вот провели очень интересные дебаты кандидатов в мэры Якутска, да, и Игорь, Олег, Сусанна, вот, ну и другие коллеги, которые сегодня, к сожалению, по разным причинам, кто-то уехал в район, кто-то завтра собирается, не смогли сегодня подключиться вот к этому обсуждению, да, из дебатчиков. Вот, ну, в целом просто мы готовы, наш экспертный клуб готов и будет очень рад провести дебаты и кандидатов разных выборов, да, и даже дебаты участников предварительного голосования «Единой России» мы могли бы провести для вас. То есть, вернее, для нашего народа, для избирателей, да. Ну, площадка-то ихняя, процедура-то ихняя, значит, это для них получается, но чтобы люди, которые, тем более, как Владимир Владимирович сказал, они голосуют не обязательно члены партии, а все, кто прописан в том или ином населенном пункте, да, ну, значит, тем более надо людям показать во всей красе кандидаты от «Единой России». Еще раз спасибо большое всем. Да, Спасибо большое. Меня вот сильно задела одна вещь. Почему Александр Лену позвал «Справедливую Россию», а меня нет? Александр, я недостоин, по-твоему? Конечно, достоин. Конечно. Спасибо. Обязательно. Не, ну... Просто кандидат тоже, правда, мастера спорта по боксу, поэтому... Не, если серьезно, то журналисты обычно дистанцируются от политических партий. Но мы воспользуемся вашим приглашением экспертного клуба, то, чтобы участвовать в праймеризе освещения. Мы обязательно на вас выйдем. Спасибо за приглашение. По-моему, все закончилось, да? Кажется. Да, спасибо Да. всем за участие. Всем до свидания. Большое спасибо. Удачи всем на выборах. Гаврил Павлович, спасибо.